Калмыки – потомки представителей айратских племен монгольского народа, которые мигрировали на юг России из Джунгарии, Центральной Азии, на рубеже XVI-XVII веков. Эти люди всегда считались очень воинственными, вся их история – практически непрекращающиеся столкновения с соседями, стычки с вооруженными отрядами тюркоязычных народов, захватнические набеги. Киргизы, татары, казахи, башкиры, нагайцы были вынуждены практически постоянно противостоять калмыкам, которые не случайно вошли в пятерку самых воинственных народов мира, уступив лишь новозеландским племенам маори, гуркхам из Непала и даякам с острова Калимантан. Свою присягу российской короне калмыки подтверждали в боях. Так, в 1778 году они в составе армии Александра Васильевича Суворова разгромили крымских татар. В следующем году представители монголо-язычного народа защищали русские крепости в Приазовье от набегов кабардинцев, затем участвовали в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Кроме того, калмыки жестоко подавляли все попытки нагайцев, башкир и казахов добиться права на национальное самоопределение. Единственным народом, с воинами которого предпочитали не сталкиваться в бою гордые чеченцы, являлись именно калмыки, прирожденные кавалеристы, чья легкая конница наводила ужас на врагов своими стремительными атаками. Примечательно, что с древних времен одним из религиозных символов, почитаемых калмыками, является свастика. Она даже украшала военную форму красноармейцев, служивших в национальных частях. Приказ об утверждении такого опознавательного знака 3 ноября 1919 года подписал командующий Юго-Восточным фронтом Василий Иванович Шорин. Солдаты и офицеры калмыцкой дивизии носили нарукавные нашивки в виде красного ромба, в центре которого была изображена желтая свастика с надписью «РСФСР». В самом верху этого необычного знака располагалась пятиконечная звезда. Вероятно, руководство Красной Армии при разработке символики национальных частей учло тот факт, что в буддийской религиозной традиции свастика имеет исключительно позитивное значение. Гражданская война разделила калмыцкий народ, советскую власть поддержали далеко не все жители юга нашей страны. Было немало людей, сохранявших верность российской короне и считавших своим долгом борьбу с коммунистами. Небольшая часть калмыков перешла на сторону немецко-фашистских захватчиков, которые пообещали им освобождение от красной тирании. И хотя большинство представителей этого народа защищали СССР с оружием в руках, совершая настоящие военные подвиги, были и такие, которые влились в ряды вермахта. Это позволило фашистским пропагандистам объявить о создании калмыцкого легиона СС. Нацисты утверждали, что многие народы СССР поддерживают их борьбу против коммунистов. Как пишет доктор исторических наук Уташ Борисович Ачиров, в период оккупации на стороне вермахта сражались около 3000 калмыков, это были и кавалерийские эскадроны, и сельские отряды ополченцев, и местные полицаи. В результате в декабре 1943 года решением советского правительства весь народ был депортирован в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан, что стало настоящей национальной трагедией. Несмотря на приверженность буддизму, калмыки сохраняют древние верования, основанные на шаманизме. Эти люди поклоняются огню. Его считают универсальным средством для освобождения от всякого негатива, порчи, сглаза. До сих пор здесь принято лечить герпес и другие кожные заболевания двумя способами: прижиганием раскаленным металлом, окуривание дымом. Согласно официальной медицине, эти методы не могут повлиять на возбудителей герпеса и другие микроорганизмы, а ожоги – это в любом случае вред здоровью. Впрочем, калмыки настолько поклоняются огню, что они его и паят, и кормят. Открывая бутылку с любым алкогольным напитком, эти люди обычно брызгают несколько капель в огонь, тем самым задабривая древнее божество. А во время религиозных праздников, свадеб, похорон и других важных событий совершается жертвоприношение, когда в огонь бросают кусочки бараньего жира и 3 вида костей этого животного. И паят, и кормят огонь исключительно мужчины. Причем делают это только правой рукой. Калмыки утратили нетленные останки местного ламы, которого называли Кёкш-Бакш, хотя настоящее имя этого буддийского религиозного деятеля по преданию было Шивен Давгы. Он умер в районе калмыцкого поселка Яшкуль в середине XIX века. Согласно рассказам местных жителей, труп ламы Кёкш-Бакш покоился в специальной усыпальнице до 1929 года. Его останки сохранялись нетленными, что поражало многочисленных паломников.
Люди поговаривали о необычных исцелениях, которые происходили у саркофага. В один прекрасный момент решено было создать специальную комиссию, которая должна была исследовать тело ламы. А комиссию входили партийные руководители и даже врач, ведь в народе считалось, что лама не умер, а впал в особый транс и однажды проснется. Не желая религиозной шумихи, местные атеисты куда-то вывезли останки человека, почитавшегося святым. И теперь неизвестно, что с ними стало. Особая традиция захоронения покойников, распространенная среди калмыков вплоть до начала XX века, возникла еще во времена шаманизма. Они просто оставляли трупы в степи, немного в стороне от мест кочевых стоянок и жилищ. Дело в том, что у монгольских племен издревле не было времени на погребение усопших. Особенно в ходе военных походов. Конница постоянно перемещалась, то преследуя врагов, то ускользая от них. Какие уж тут похоронные обряды. Впрочем, ритуал воздушного погребения был принят у многих народов, исповедующих шаманизм. Так хоронили своих родственников представители некоторых народов Сибири и Северной Америки, дабы душа покойного беспрепятственно отправлялась на небо. Калмыки